Добрый день, друзья! Ну что, у нас очередные новости по амнистии. В прошлом ролике я говорил вам, что до 5 февраля сидим тихо, никуда не идем. 5 февраля можно идти и амнистироваться. Вот сегодня у нас 5 февраля. Вчера было несколько совещаний, на них было сказано, что все полностью готово, там подготовлены специальные отдельные окна в Сахарово, в ПВСе, чтобы вы могли прийти и амнистироваться. Давайте еще раз я вам повторю, что и как надо делать, чтобы точно было понятно. Не было никаких проблем и вопросов. Значит, самое важное, что вам надо запомнить, что вам для того, чтобы амнистироваться, не нужно ничего. То есть вот все документы, какие у вас есть, их берете с собой, дополнительно что-то не нужно. Значит, вы приезжаете, если вы в Москве, Московской области, вы едете в Сахарово. Если вы где-то в России, вы идете в ГУП ПВС, паспортно-визовый сервис. Это там, где выдают патенты. Если, допустим, вы из Киргизии или из Армении и за патентом обычно не ходили, ну спросите знакомых ребят. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, братья, сестры, таджики и узбеки. Если вы хотите проверить свой загранпаспорт, тогда я предлагаю вам брат Умара, который в короткие сроки разберется с вашей работой и проверит ваш паспорт. Напишите на этот номер, который в экране, с WhatsApp под доступную сцену, который поможет вам. Там из Таджикистана, Узбекистана, где они делают патенты, они скажут, вот там, вот вам туда. Дальше ключевой момент, очень важный. Вы приходите за тем, что вам нужно. То есть, если вы, допустим, там, из Узбекистана, вы нелегал, вам что нужен? Вам нужен патент, чтобы здесь работать. Вы так и говорите, я за патентом. Если вы, там, допустим, из Киргизии, просто говорите, я пришел легализовываться, да, вам патент не нужен. Но очень важно сказать, что я пришел, допустим, за патентом по указу. Или если вы там из стран ЕАЭС, вы говорите, я пришел легализовываться по указу. Может быть, вы пришли подавать там на РВП, на вид на жительство. Вы опять же приходите и говорите, я пришел подавать на РВП по указу. То есть очень важно, вот на входе, там где талончики выдают, да, вот самое начало всех процедур, очень важно сказать, что вы по указу, чтобы поняли. Потому что если вы просто придете и скажете, я за патентом, вас отправят в общую очередь за патентами, у вас, соответственно, регистрации нет, вам откажут в патенте, будет проблема, вы скажете, ну как так, вот я сделал все, как сказал Вадим Викторович. Тут важно именно сказать, что вы пришли по указу, за патентом, за РВП, за ВНЖ, там, не знаю, за РНР-кой, за ВКС-кой, за чем угодно, но по указу. Тогда это отдельная очередь, она уже организована. Опять же скажу, что на совещаниях об этом было сказано, что все организовано, все хорошо. Но важно сказать, что по указу. Второе, да, что тоже, наверное, нужно сказать, это для кого это амнистия. То есть эта амнистия касается тех, кто приехал в Россию, потерял легальный статус. То есть, допустим, вы приехали, не смогли сделать регистрацию, все, вы нелегал. Вот это для вас. Или вы приехали, сделали регистрацию, сделали патент, потом денег не было его оплатить, патент аннулировали, вот это для вас. Или, допустим, вы привезли там свою жену или детей, их забыли поставить на миграционный учет, регистрацию им не сделали, они, получается, нелегалы, да, вот их это тоже касается. А вот если в отношении вас уже было решение суда о том, что вот вам поставили запрет, эта амнистия вас не касается, соответственно, тут вам уже никто не поможет. Если в отношении вас вынесен запрет, то нужно уезжать. Ну вот, собственно, все рассказал. То есть, еще раз, смело идем или в Сахарово, или в ПВС. Говорим, что мы пришли по указу, и вы идете и говорите, что вот то, что вам нужно, там за патентом, за ВНЖ, за РВП, там дальше уже вас в рамках этой очереди сориентируют. Соответственно, дальше, какие процедуры? То есть вам надо будет медицину сдать, соответственно, это платная услуга, но она для всех одинаково платная. То есть для тех, кто амнистируется, дополнительно никаких-то там платежей нету. То есть вот как медицина стоит сколько денег, она и для вас будет столько же стоить. Вам нужно дактилоскопию пройти. Может быть, вы ее уже проходили, у вас эта карточка есть. Соответственно, вот, если не проходили, надо ее сделать. Это все там же вам все сделают. Дальше вам могут выписать штраф. От 5 до 7 тысяч рублей по закону положен штраф за то, что вы нелегал. Ну вот, будьте готовы, что могут выписать. Вот. Соответственно, вы эти все круги прошли, и, допустим, вы пришли за патентом. Да? То есть вы приходите и говорите, я за патентом по указу. Вот я сейчас нелегал, пришел по указу. Проходите все процедуры, и вам выдают специальную такую справку.
И с этой справкой вы уже идете в районный отдел и делаете себе регистрацию. Вот тут важно, когда вы сейчас пойдете вот амнистироваться, да, легализовываться по этому указу, вам не надо какую-то регистрацию с собой нести, вы просто приходите. Вы сначала пройдете все процедуры, получите специальную справку, и с ней уже пойдете и встанете на миграционный учет. Я в предыдущем ролике об этом подробно рассказывал. Так что, ну, наверное, еще раз давайте я вас все-таки поздравлю с тем, что амнистия идет, что с сегодняшнего дня все работает. Соответственно, если будут какие-то сложности, еще раз, вот вам номер 1/802 от 28 января 2025 года, это указание для полиции. То есть, если вдруг где-то что-то полицейские говорят не так, просите их, что вот есть документ специально для них. Пусть они его внимательно изучат и действуют строго, как там написано. Но опять же, вот говорю, вчера были совещания, и было сказано, что все знают, все в курсе, все будет хорошо. Поэтому если где-то что-то вдруг будет нехорошо, может быть, с вами, с вашим знакомым, пишите в комментариях, мы обязательно прочитаем и передадим. Но я надеюсь, что таких комментариев не будет, и все, кто придет легализовываться, получат легальный статус. Когда будет следующая амнистия, мы не знаем, поэтому рекомендую всем, кто подлежит амнистии, идти, легализовываться, чтобы потом не было проблем, можно было спокойно жить и работать в Российской Федерации. Еще одна важная такая информация для вас. YouTube тормозят все сильнее и сильнее. Мы не знаем, как дальше все это будет происходить, поэтому обязательно подпишитесь на 3 источника. То есть это YouTube, вот, я не знаю, где вы сейчас смотрите, на YouTube, на ВК, то есть на YouTube надо подписаться, на ВК надо подписаться и на Telegram. Вот 3 ресурса, где мы всю информацию будем дублировать. Я вас прошу на все 3 ресурса подписаться. То есть, если у вас сейчас нет ВК, поставьте, зарегистрируйтесь, подпишитесь на нашу группу в ВК. Если у вас нет Телеграма, установите Телеграм, подпишитесь на наш канал в Телеграме. И, соответственно, вот в Ютубе, я думаю, что большинство смотрят в Ютубе, но многие смотрят без подписки. Обязательно подпишитесь на нас в Ютубе, чтобы мы не потерялись. Ну, на этом на сегодня все, друзья. Для тех, в прошлый раз я говорил уже в ролике, что мы скоро будем делать некий обучающий курс, очень интересный. Вот, мы его готовим, так что следите за нашими роликами. Как только будет конкретная информация, сразу все скажу. А на сегодня все. До новых встреч!